Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. С начала этого учебного года в жизни школьников произошло немало изменений, в числе которых новоявленное объединение «Движение первых». Сообщество «Движение первых» было создано по инициативе нашего президента Владимира Путина в июле 2022 года. И у нас в Якутии появилось региональное отделение движения, которое также ставит перед собой цели и задачи. Чем занимается движение первых, в чем его отличие от других молодежных объединений, об этом сегодня пойдет наш разговор с гостем студии Дмитрием Ковальским во всех деталях. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, мы вас знаем как светскую персону, как учителя. Вы часто выступаете на телевидении, ведете свой блог. Вот давайте начнем все-таки с учительской составляющей, да, как вы пришли в профессию? Ну, каждый, наверное, с детства мечтал быть космонавтом, летать к звездам, посмотреть на нашу планету из космоса. Но потом проявляются наши личные интересы, наши способности. И я об этом очень часто говорил. У меня проявился такой некий интерес к передаче знаний кому-то, неодушевленному предмету. В данном случае это была кукла, которую я обнаружил дома. И мне родители рассказывали, что я, когда был маленький, мне было 3-4 года, они застали меня за тем, как я сижу с этой куклой, веду беседу, ругаю, что-то объясняю. Это, конечно, такое из детства, но в целом я думаю, что каждый ребенок, пока взрослеет, вот в нем проявляются какие-то такие его личные какие-то возможности, которые раскрываются, тем не менее, пока человек растет. И вот, наверное, бессознательно я к этому шел всю свою жизнь. Потом закончил школу, университет здесь, в Якутии, в Якутске. И сомнений не было, когда я пошел работать в школу. Ну, а теперь вы перешли в движение первых, получается, ушли из школы. Да. Чем вы там занимаетесь? Движение первых я, естественно, как и все люди, слышал об этом. Об этом говорили в профессиональном сообществе, в учительском сообществе, в каждой школе, думаю, это обсуждали, что грядут изменения, что, во-первых, меняется федеральный государственный стандарт образовательный, что говорят больше о воспитании, о том, что учить, конечно же, нужно, но сложно научить, если человек не имеет должного воспитания. И когда речь зашла о том, что идут такие изменения, что создается такая организация, я, естественно, изучал вопрос, мне было интересно, но вступать как-то и мысли не было. Но когда все, как говорится, завертелось, уже начал формироваться региональный офис. Вам предложили? Да, мне не предложили работу, мне предложили пройти собеседование, и пройду я его или нет, зависело, конечно, только от меня. И, конечно, было страшно, потому что когда ты 9 лет работаешь в школе, ты все понимаешь от А до Я, как работает механизм, как работает система, как нужно работать, как не нужно работать. А тут все новое? Тут все новое, все по новой и, в принципе, знакомое, но, тем не менее, смена организации – это полезно, но всегда, думаю, для человека, который любит свою работу, это болезненный процесс. Ну, вот. Ну, и вообще, учитель привык экзаменовать, да, учеников, а тут, Да. получается, вы пришли на экзамен. Да. Там было несколько этапов, все этапы я прошел, конечно, сомневался. Любой человек в наше время, наверное, если он мыслит объективно, он сомневается всегда в своих способностях и думает, может быть, я не так хорош. Но я прошел, и, слава богу, было неким испытанием. Особенно логический математический тест. Я не очень велик, не то чтобы не великий математик, но математика не мое. Ну, вот любому гуманитарию, наверное, сложно, да, вот такие тесты. Мы работаем в прямом эфире, можно позвонить в студию, задать вопрос по номеру 841 12 42 14 39, можно отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502, и, конечно, можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, надо отсканировать QR-код, который вы видите на экране, открыть эфир Якутии-24 и в всплывающем окне задать вопрос. А расскажите, чем вообще движение первых занимается, на что оно ориентировано, потому что, ну, действительно много разных слухов,
что это новые пионеры, что это вообще? Для чего это, зачем это, для кого это? Ну, все началось с того, что, естественно, должен существовать закон, если мы говорим о том, что создается некая организация, которая будет объединять детей со всей страны, и не только детей, еще и молодежь, это значит студенчество, молодые специалисты, ведь они могут участвовать как наставники, потому что времена меняются, и формат ребенок-взрослый уже не является единственным способом передачи информации либо опыта. Зачастую более опытный ребенок может обучить менее опытного ребенка, от ребенка к ребенку и даже от ребенка к взрослому. То есть взрослый может обучаться у более молодого специалиста, либо даже просто по-житейски у более молодого поколения. Это нормально. И чтобы это все эффективно работало, естественно, должен быть закреплено все, что там происходит законом. Существует федеральный закон о движении первых, где все четко прописано. Существует воспитательная программа, которая была разработана Министерством просвещения Российской Федерации, и комиссии, куда вошли и деятели образования, и науки. Естественно, обсуждения шли долго. Что-то учитывалось, что-то не подходит нашей молодежи ментально, что-то подойдет ко всем регионам, что-то будет неэффективно. И все это привело к тому, что была разработана вот некая воспитательная программа, в которую вошли 12 направлений, учитывающие абсолютно любые интересы абсолютно любого ребенка в нашей стране, который может жить в крупном мегаполисе, а может жить в маленькой деревне на севере, куда мы, кстати, скоро поедем. И хотелось бы, чтобы общество, наверное, вот получило это послание в виде создания такой организации, что каждый ребенок должен получить внимание. Потому что, наверное, учиться — это наша все-таки, наверное, святая обязанность. Каждый человек должен понимать алфавит, знать какую-то базовую математику, быть грамотным. Но очень важно ведь и воспитание, и движение первых как организация именно нацелена на воспитательную работу внеурочную, потому что мы не занимаемся обучением конкретных каких-то предметов, мы именно занимаемся внеурочной деятельностью. То есть ребенок отучился в школе, вот он вышел, и чем он хочет заняться? Естественно, у него должен быть механизм, через который он может проявить себя в любой сфере, которая ему нравится. Хочет он быть телеведущим и сидеть на вашем месте, возможно, он должен иметь возможность найти свое призвание. В движении есть направление, которое занимается СМИ, есть направление искусства, спорт, здоровый образ жизни, наука, технологии, образование. То есть все сферы жизни, они есть в этих направлениях. Так, подождите, но у нас же есть доп. Образование, есть кружки. То есть, в принципе, ребенок может пойти после школы там, в спортивную секцию, в какой-то кружок по шахматам, я не знаю, в кружок там, юного журналиста. В чем тогда разница? Посещение кружка, оно не мешает работе движению, потому что кружок — это дополнительные навыки, которые он приобретает, возможно, даже soft skills, как сейчас это очень модно, модно говорить. Но движение ведь это, по сути, направления, в которых существуют различные проекты и активности. В основном они, конечно, в каждом регионе свои, какие-то региональные особенности есть, ментальные особенности есть. И мы пытаемся программы адаптировать естественно, под Якутию, потому что что-то у нас менее популярно, что-то более. Есть всероссийские проекты, есть региональные проекты, крупные, большие, но есть и республиканские проекты, в том числе есть проекты, которые реализуются только на территории города Якутска, например, либо других муниципальных образований. И ребенок, он, участвуя в проекте, допустим, в научном, никто ему при этом не запрещает посещать кружок ментальной математики, может быть, на робототехнику ходить в дворец детского творчества, ведь это никак не мешает друг другу.
То есть его проектная деятельность и участие, и применение вот этих навыков, которые он получил либо в школе, либо в доп. Образовании, ему никто не мешает эти навыки применить в проекте, победить, например, и отправиться в Москву на уже всероссийский этап. Одно другому не мешает. Ну, то есть, получается, все выстроено вокруг проектов. Не только проектов, есть и программы различные, где ребенок может просто подать заявку и поучаствовать как спикер, как просто участник, слушатель. Он может быть даже и организатором мероприятий, потому что уже есть примеры, когда дети из Якутии распространили свой опыт на всю Россию. И это замечательно, когда ребенок может высказаться, и если у него что-то интересное, он может через движение первых, допустим, это реализовать. Вот вы Пусть сейчас... даже на уровне школы даже может сделать. Если он, допустим, хочет сначала обкатать, попробовать, в школе организовывать какое-то мероприятие, либо проект реализует. По сути, это поиски единомышленников, которые еще слишком молоды, чтобы официально работать в какой-нибудь структуре, в какой-то организации, но у них уже есть опыт, они хотят этим опытом делиться, они хотят конкурировать, и конкурировать не чтобы получить приз и победить, а конкурировать, чтобы получать вот развитие, как некая обратная связь от детей, которые также испытывают интерес к какому-то, допустим, предмету или к робототехнике, к гуманитарным наукам и так далее. В школе ведь не всегда получается поучаствовать всем детям в Олимпиаде. Вы согласитесь, что 100% охват Олимпиады просто невозможно сделать. Либо доп. Образование тоже не может 100% охватывания сделать. Охват, к сожалению. И наша задача встроиться в систему, а не заменить, либо кому-то, не дай бог, мешать работать. Чем больше организаций, направленных на развитие детей, тем лучше, я считаю. Как всегда говорилось и будет говориться, одна голова хорошо, две лучше. Ну, о возможностях для всех, это я так понимаю, что если, допустим, в какую-то секцию там отбор, там берут только самых способных, самых талантливых, самых ну, природными данными, да, какими-то обладающих, то здесь появляются возможности у детей, которые, может быть, просто очень мотивированы, но там как-то не могут ярко проявиться с самого начала. Правильно? Да, абсолютно верно. рассуждаю? Просто мы зачастую мыслим, отталкиваясь от опыта, и можем сказать, ты не пойдешь на Олимпиаду по биологии, я сам учитель биологии, ты не пойдешь на Олимпиаду по биологии, потому что у тебя тройка. И не буду лукавить, наверное, каждый учитель, каждый профессор, каждый человек, который работает в школе, либо в университете, либо еще где-то передает свои знания детям, подросткам, он может ошибочно оценить человеческие качества, особенно ребенка, и сказать, ну, наверное, это не твое, ты не сможешь. Есть ребенок, который лучше знает тебя предмет, он отправится. А как же быть с теми детьми, у которых, как правильно сказали, мотивация есть, но, может быть, стесняется элементарный человек. И такое очень часто встречается, даже среди взрослых. Человек стесняется заявить о своих интересах, о своих желаниях, о том, что у него есть какая-то инициатива интересная. Он думает, ну ладно, потом как-нибудь. И через 20 лет он вспоминает, что мог бы повлиять в лучшую сторону на что-то в своей стране. Вот постеснялся и нет. В движении мы не делим детей на троечников, отличников, дети, которые оступились и нарушили какие-то правила, мы же зачастую их относим, вот группа риска. Он вот сделал плохой поступок, и это ведь не говорит о том, что это плохой человек. Каждый из нас, вспоминая свое детство, может, наверное, вспомнить не один, не два, не три примера, где он поступил неправильно. Но разве от этого он должен лишаться возможности участвовать в жизни страны и проявлять свои интересы? Нет, конечно. Поэтому движение пытается вот больше, конечно, на детей, которые повлиять и привлечь, и заинтересовать именно тех детей, которые прежде нигде не участвовали. Потому что самородки, которые от природы прямо обладают очень большим набором качеств и знаний, они всегда найдут свой путь
И, наверное, их нужно только чуть-чуть поддерживать, а они сами, естественно, найдут свое призвание, свою профессию. А дети, которые еще не определились, либо стесняются, конечно, им надо помогать. А на какой возраст это рассчитано? Ну, с какого возраста можно в это движение, во-первых, На самом деле возрастных вступать ребенку? На самом деле возрастных ограничений нет. Ну, как правило, в основном в наших проектах от 6 до 18. И после 18 без ограничений это уже наставники. То есть студент, который изъявил желание поучаствовать в проекте, он может быть участником, но только в виде наставника, например. То есть разницы это не меняет, он также обменивается опытом, он также выполняет задания, он также участвует в отборочных, может посетить другие города, в скором времени, думаю, и будет посещать другие страны, но при этом его никто в силу возраста не говорит, ты не можешь быть в детском движении, ты не можешь проявлять свои интересы, это тоже несправедливо. То есть верхней планки нет, нижняя, Да. ну, первый класс. Да, грубо говоря, первый класс, потому что обсуждения, конечно, идут насчет дошкольного возраста, потому что у меня у самого племянник недавно пошел в первый класс, средний племянник пошел в подготовительную группу, и это очень смышленые дети, и я думаю, что у них уже есть желание выразить себя, проявить себя, и в каких-то легких формах, думаю, со временем, конечно же, мы будем принимать участие. Вопрос времени. И обратная связь, если дети по всей стране через своих официальных опекунов, родителей, через школу будут говорить, что у них есть такой запрос, движение 100% на это будет реагировать. Ну вот вы говорите проекты, давайте на примере, да, про какой-нибудь проект расскажите. Ну, например, конечно же, мне проще говорить о проекте, который я сам курирую. Это всероссийский проект. Входит он в направление наука и технология. Разговоры, их сейчас называют лекциями, разговорами, но мы вот так его более так по-простому и интересно и для восприятия детей назвали просто в гостях у ученого. Можно было назвать разговор с ученым, разговор о науке, но ребенок все-таки еще не является ученым действующим, но имеет, допустим, желание узнать, что такое наука, чем занимается наука, какие направления есть у науки. И вот поэтому лучше назвать, что он пришел в гости к ученому, получил какую-то базу, знания, советы, и потом может расти сам уже как будущий ученый. Понятное дело, что сейчас очень много людей хочет, чтобы в школе была полноценная наука. Но это очень сложно реализовать, потому что научная работа – это очень долгий такой процесс, тут нужно быть очень усидчивым, ты не должен отвлекаться на другие какие-то вещи и должен быть нацелен на конкретный результат своей научной деятельности, который ты потом оформишь в виде научного труда, будешь его защищать, будешь повышать свою степень, значимость в сфере науки. Ну а как же быть с молодежью, которая хочет, но пока еще не имеет, тем более в широком если смысле говорить, о всей молодежи, так скажем, молодежи и детях, вот первым этапом будет их сначала знакомство с наукой, можно сказать, некая профориентация по науке. В проекте существует такое понятие, как создание видеоконтента. Мы понимаем, что логистика в Якутии очень злободневная тема. Сложная. Нельзя вот сказать, завтра я отправлюсь туда, завтра я на самолете отправлюсь сюда, послезавтра на машине пересеку реку Лену. Нет. Это проблемная точка, конечно, нашей республики, но сидеть и ничего не делать – это не выход, поэтому мы сделаем для тех районов, которые не могут всегда быстро и как-то молниеносно отреагировать на то или иное событие. Для них мы подготовили видеоматериалы, которые будут распространяться, и дети смогут даже в отдаленных населенных пунктах через лектора и через видео связь, допустим, в некоторых случаях это видеоконференции, посмотреть, как работают конкретно лаборатории, какие у нас есть научные институты, а у нас их, кстати, очень много. И мой родной институт естественных наук, который обучает биологов, передаю им привет, кстати. И у них ведь есть что показать детям.
Потому что, конечно, ученый ученого вряд ли удивит какими-то электронными микроскопами, которые сейчас есть практически везде. Наверное, он не сможет этим микроскопом смотивировать другого, более там, молодого ученого к чему-то. Но ребенка, который еще мало имеет информации, особенно о какой-то технической составляющей науки, когда он это увидит, а если у него еще будет шанс потрогать, изучить на практике, то он ведь получит очень большой заряд мотивации. И вот в гостях у ученого направлен именно этот всероссийский проект на то, чтобы сократить разрыв и дистанцию между школой, студенчеством и реальной наукой. Чтобы очень был короткий шаг, чтобы школьник в тот момент, когда он переходит из школы в университет, этот шаг был очень быстрый, безболезненный, и он, заходя в лабораторию в университете, говорил: так, это я знаю, это я уже знаю, вот это я знаю, этим я пользовался, кстати, такой у нас был, такой я видел, на этом я работал. Это проект такой бессрочный, я правильно понимаю? Да, он будет реализовываться до 20 ноября, это по плану, но мы думаем, что, возможно, даже его продлим до первых чисел хотя бы декабря, чтобы максимальное количество детей в нем поучаствовало. Как показывают и соцопросы, и заинтересованность, у нас у северных детей очень большой интерес к науке. А вообще сколько сейчас вот детей охвачено этим движением первых? Или не обязательно там туда вступать, чтобы принимать участие в этих проектах? Вот. Или какой-то там процесс приема в движение, я не знаю, вот значок нацепляют, там торжественно что-то такое происходит? Самый часто задаваемый вопрос, когда мы приходим куда-либо к детям, либо дети приходят к нам, они говорят: как вам к вам вступить? Значок выдается не всегда. Все зависит от проекта. Данный значок синий, бывает черный и красного цвета. Это как пояса по карате, черный-синий? На самом деле нет, просто по желанию. Бывает так, что я школьникам говорю: ребята, какой значок хотите? Они говорят: черный. А кто-то кричит: мне черный не надо, мне обязательно синий, а кто-то говорит: мне красный. Это просто, как говорится, на вкус и цвет. И ребенок, в первую очередь, он может участвовать в проектах, но он будет участвовать неэффективно, потому что движение первых формирует некую базу детей, которые хотят принять участие в проектах движения первых не для того, чтобы потом сказать: в нашем движении столько-то детей. Неужели кого-то в наше время можно, прорекламировать себя, назвав цифру, что нас много? Это же неэффективно. Гораздо важнее доступность. Наше движение, оно очень доступно, потому что прошел регистрацию на сайте, и полностью все программы, все направления, все регионы перед ним открываются. Он заходит в гостях у ученых, может подать заявку от Республики Саха-Якутия. Ну, например, он на все лето отправился к бабушке. В деревню какую-нибудь? Это все равно Якутия, в другой регион. Например, он отправился в Дагестан и решил провести там все лето у бабушки. Не проблема, он заходит на сайт, видит Республика Дагестан, в гостях у ученого клик, Республика Дагестан, смотрит активности, что проходит. Ага, вижу населенный пункт, там будет встреча с таким-то ученым, нажимаю, подал заявку, и ему уже второй раз регистрироваться не надо делать какие-то сложные заявления, нажал подать заявку, он в проекте и просто потом вычитывает, когда, куда ему нужно прийти, а если это предусмотрено проектом, то его в том числе могут с какой-то точки доставить в другую точку. Все зависит от проекта конкретного. То есть просто регистрация на сайте? Да. Это же очень доступно в наше время. Это очень доступно, но у нас же есть отдаленные районы, там, где есть проблемы с интернетом пока еще где-то. Да, с ними вот как? Есть, мы с такой проблемой столкнулись, но благо это очень небольшой процент нашей республики. Может быть, не везде есть дороги, но интернет у нас практически есть везде. И есть такое исключение, как подача заявления путем бумажно, письменном виде, а мы уже потом его регистрируем. То есть мы никак не можем даже в мыслях иметь, что ребенок хочет участвовать, а мы скажем нет. То есть такая форма была придумана именно в таком случае, если ребенок не имеет доступа к интернету. Не беда.
Пожалуйста, он подал письменную заявку, мы все получили, определили, чем он хочет заниматься, мы сами с ним свяжемся. У нас в каждом муниципальном образовании есть, в каждом районе, в каждом улусе, в зависимости от статуса, где-то район, где-то улус. У нас есть свои муниципальные работники, которые сами с ним выйдут на связь, сами найдут способ, как с ним связаться, надо будет, приедут к нему. Ни один ребенок не будет, как сказать-то, наверное, правильно, упущен. Ну, в общем, не останется без возможности. Ну, наверное, слово «упущен» нельзя, даже можно так, наверное, сказать. Вот есть инициатива, и мы не можем упустить и сказать, ну, потом, неприемлемо. Хочет, будет участвовать. А будет это обязательным когда-нибудь участие? В одной из столичных школ города я вступил в некую дискуссию с ребенком, старшеклассник, который сказал, я не хочу участвовать. И я ему объяснил, что он может, конечно, не хотеть, это его право, потому что главный принцип, который закреплен законом, это добровольное участие. Во-первых, это обязательно нужно понимать. Но я ему объяснил про плюсы, особенно про те, что у него будет возможность общаться со сверстниками из других регионов, и не только по видеосвязи или по звонкам, а что он может завести друзей по всей стране, участвуя в этих проектах. И причем нет ни одного ребенка, у которого вообще нет никаких интересов. Такого просто быть не может. Есть только нераскрытый интерес. И всего лишь я ему порекомендовал просто не быть критичным, остановиться в резких суждениях и проанализировать. Может быть, он просто еще не определился, чем он хочет заниматься, а мы его с удовольствием подождем. Никто его не торопит, никто его не заставляет регистрироваться. Я рассказал о всех плюсах, и, честно, я видел, по крайней мере, в его глазах сомнения. Просто ему сложно было в этот момент перебороть и сказать, я передумал. Конечно, для молодого человека, для старшеклассника, подростка сложно сказать, что я поменял свой взгляд, поэтому он так улыбнулся. Ну да, поэтому добровольное обязательно вступление. И это большие возможности, потому что, к сожалению, невозможно каждому ребенку постучаться в дверь и сказать, кстати, знаешь, вот что страна тебе может предложить, какие активности, какие проекты. Но через школу. Образование же у нас обязательное. Все-таки перед школой другие задачи стоят. Они должны заниматься образованием, обучением. Это государственный заказ от родителей, поступившие к нашей стране. Они хотят, чтобы ребенок получил знания, базовые знания, базового уровня, базовые знания. А здесь больше этикета. Воспитательная и развивающая функция. Конечно. Потому что если мы будем все время рассчитывать на школу и все взваливать на школу, то это же не решит проблему охвата детей. Мы можем говорить, школа сделает. Это самый легкий путь. Переложить частично на кого-то ответственность и сказать, они сделают, они молодцы. Но будет ли это эффективной работой, и уж тем более получим ли мы качественную обратную связь от школы, когда мы ее будем принуждать что-то делать, не думаю. Добровольность. Недавно прошел республиканский конкурс «Команда первых». Конкурсанты разрабатывали разные кейсы. Вот расскажите немножко про это мероприятие. Это наш республиканский отбор большого конкурса, который в Нижнем Новгороде пройдет с 14 по 18 число. Это часть федерального... Да, это как некий отбор. Региональный этап. Да. Победило 15 детей. Они отправятся представлять республику по soft skills, опять это словосочетание, мной, если честно, не очень любимое, какое-то оно очень так странно звучит. И дети будут уже сначала, вообще вся суть проекта была в том, что они изначально проходили заочную форму участия, там творчество, потом коммуникабельность, вот, все никак слово не мог вспомнить, коммуникабельность, умение работать в команде, ораторское искусство обязательно. И у них там было вот при заочном участии набор неких баллов, которые они зарабатывали в процентах, там было видно на сайте, там можно было, каждый участник мог отследить, сколько на каком этапе он получил баллов. После чего
кто больше набрал баллов, естественно, они приехали уже в Якутск на наш, получается, республиканский отбор, где победители должны были уже представлять республику, и вот они были выбраны. Также вот по этим 5 этапам, которые уже прошли здесь, в очной форме, получается как повторение некое, только уже вживую. Они учились говорить, коммуницировать, общаться. Презентовать себя. Да, потому что можно ребенка, конечно, прокачивать извне постоянно, но лучше, чтобы ребенок и каждый человек прокачивал сам себя. Это самое справедливое, когда все-таки человек принимает участие в своем будущем. И вот эти студенты среднего профессионального образования, 15 человек, теперь поедут уже на очный этап в Нижний Новгород, уже по тем направлениям, которые они прошли сначала заочно, потом здесь, в Якутске, в очной форме. Ребята очень, А поедут они за чей счет? скажу так, они лично платить ни за что не будут. Вот. Потому что это основной момент, конечно, участия в движении первых и некая визитная карточка, наверное, каждой уважающей себя организации, когда речь идет о детях, если ты привлекаешь ребенка в какой-то проект, в какую-то активность, ты должен нести ответственность за финал этого проекта. И я считаю в крайней степени несправедливо провести отборы, дети старались, победили, А потом доказали. А потом говорят, родители покупать да, билеты. теперь позвони маме и папе, и пускай они оплатят деньги. Справедливо? Нет. Поэтому участники наших проектов, они не платят, они не платят за участие, они не платят за свое передвижение по стране, потому что, еще раз повторюсь, добровольное участие детей в чем-либо, оно должно поддерживаться и поддерживаться государством. Движение первых будет вот этим механизмом, когда каждый ребенок, который активной жизнью живет, почувствует эту Ну, вот это поддержку очень важно, и это, наверное, Да. может быть стимулом действительно для детей. Конечно. Особенно у нас в республике с нашей сложной логистикой, дорогими билетами. И я детей прекрасно понимаю, потому что я лагерь «Океан» посетил в 38 лет. 37, извиняюсь. В 37 лет. Это нехорошо, учитывая, что я был активистом и человеком, который никогда не мог пройти мимо проекта, какой-то активности, что-то происходит, мне надо зайти, спросить, а что происходит, и в 37 лет побывать в океане, что-то не то. Но вот мы так с вами коснулись 2 федеральных проектов, но вы сказали, что есть и проекты, которые ориентированы именно там только на город Якутск или только вот региональные составляющие. Какие специфические, региональная специфика, скажем, как учитывается? Ну, во-первых, когда мы изучаем всероссийские проекты, мы, естественно, ну, вот, как мы уже говорили, логистика учитывается. Потому что когда ты изучаешь практику других регионов, а мы, как руководители проектов, естественно, сразу же смотрим, а как в других регионах реализуется, потому что какие-то регионы начинают в силу природных условий раньше проекты. Мы, к сожалению, и сами понимаете, у нас пока река не замерзнет, мы не можем взять... Ну, то есть это не что-то... То есть вы просто приземляете, получается, Да, учитывать, что происходит в регионе. Каждый регион особенный, каждый. У нас, я думаю, нет регионов, которые повторяют друг друга. Если даже повторяют, то в чем-то другом они очень сильно отличаются. И нельзя вот так сказать, вот вам стандарт, все вот под одну эту реализуйте. У нас буквально 1,5 минуты до конца эфира. Ой. Вы сказали про наставников, это Да. тоже очень интересно. И вот я вам предлагаю под конец сформулировать, я не знаю, 5 качеств наставника движения первых. Профессионализм, в первую очередь. Человек не может прийти из ниоткуда и работать с детьми. Это запрещено законом, это должно очень четко проверяться. То есть это педагог должен быть? Нет, он должен быть профессионалом в той области, в которую его призвали. Если он работает с детьми, он должен четко понять, что он будет выполнять при работе с детьми и быть в этом профессионалом. Это требует закон, это требует, естественно, движения, и все формы проверки наших сотрудников требуют быть профессионалом. Открытость. Человек, работающий в движении, не должен быть закрытым человеком миру.
его нужно разбудить в 12 ночи и сказать, так, ты идешь на эфир и расскажешь о своем проекте. Он должен быть максимально открытым. Он должен быть наставником. Наставником это в каком плане? Он должен развивать в себе навык вот этой коммуникации и уметь передавать свои знания. Обладать soft skills, так скажем. Да, soft skills опять-таки. И? Ну, Ну, или 3 достаточно. ну, наверное, Это основные. все-таки любить, любить детей, наверное. Я вообще считаю, что любовь к детям это самое максимальное такое требование, прежде чем ты собираешься вообще зайти в аудиторию к детям, работать с ними. Это прям, наверное, прямо главное качество. Но оно не профессиональное, это все-таки человеческое качество, поэтому я его называю последним. Но без него никак. Ну что ж, спасибо, Дмитрий. Благодарю вас за беседу. Вам Желаю спасибо. вам успехов в новой сфере деятельности. Держите нас в курсе событий, Спасибо. которые у вас в движении происходят. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15 и расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.